Третий вопрос. Третий вопрос. Сказано здесь, автор говорит, у вас написано на ваших листочках, кто подчинился посланнику и не приобщал к Аллаху равных, это у нас что? Кто подчинился посланнику, это в каком вопросе было у нас? В каком было вопросе сегодня? Автор 3 вопроса у нас было. В первом вопросе, помните, Аллах создал нас, наделил нас, не оставил без предоставления самим себя, отправил к нам посланника, кто подчинился, он войдет в рай, кто ослушался, войдет в ад. Итак, кто подчинился посланнику? То есть первый вопрос он сделал, молодец. Живет по первому вопросу, притворил его. И не приобщал равных к Аллаху. Это что, какой тавхид? Второй, тавхид аль-улухия, второй вопрос. Первый, второй вопрос, машаллах, выучил и действует по нему человек. Машаллах, все. Но этого недостаточно. Третье должно быть. Не должен, сказано, с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику. Не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику. Будь то даже его самым близким родственникам. И доказательства. Потом доказательства. Приводят слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Из какой суры? Суры Аль-Муджадиля. Сура Аль-Муджадиля. Читайте, брат, пожалуйста. Читайте. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха, воистину партия Аллаха — это преуспевшие. Итак, третий вопрос, что если ты подчинился посланнику, если ты исповедуешь таухид и поклоняешься только Аллаху Субхану ва Тааля, на тебе лежит обязательно третья вещь. Без нее никак. Третья вещь — это бараату мина ширки ва ахли, отречение от ширка, от многобожия и от последователей многобожия, от поборников многобожия. Ты должен отречься от них. Если есть верующий человек, аль-му'мин, верующий человек, верующего ты обязан любить полной любовью. Верующего человека ты обязан любить полной любовью. Неверующего человека, отвергающего Аллаха, отвергающего единобожие, отвергающего Коран, отвергающего посланника, неверующего человека, ты не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Не ради каких-то личных вопросов. Ради Аллаха Субхану ва Тааля. Остается третья категория людей. Верующий, понятно, неверующий, понятно, грешный. Грешный, но мусульманин. Грешный мусульманин, фасик. Как быть с ним? Его мы любим за его веру и, наоборот, ненавидим за его грехи, за его нечестие. Это отношение к нему. Понятно? Грешника, мусульманина, но грешного, нечестивого, мы любим его за что? За то, что в нем есть из имана, из ислама, за это любим. И ненавидим его за что? За его грехи. Так, в первом случае что? Полная любовь. Во втором случае что? Полное отречение. В третьем случае что? Любовь за веру и ненависть за что? За грехи. Так, отречение, аль-бара, это третий вопрос. Очень важный вопрос, на самом деле, о котором много говорит Аллах Субхану ва Тааля. Вопрос, который нужно правильно понять. Вопрос, в котором очень многие заблуждаются, делают неправильные выводы. Либо в одну сторону отклоняются, либо в другую сторону отклоняются. А ислам, мы знаем, это религия чего? Религия середины. Так, отречение очень важный вопрос. Без него нет таухида. Отречение бывает посредством 3 вещей. Это сердце. Второе — это язык. Третье — это что? Это твои органы. Отречение сердцем. Внимательно. Отречение сердцем состоит в чем? В том, что ты не любишь тех, которые враждуют с Аллахом и его посланником, которые отвергают Аллаха и единобожие. Не любишь обряды различные их, различные
празднества, традиции, связанные с многобожием и так далее. Это ты все ненавидишь. Их ересь, их многобожие, проявление многобожия, обряды, ты все это что? Ненавидишь. Это чем? Сердцем. Второе чем? В чем отречение выражается чем? Языком. Языком ты говоришь об этом. Говоришь, «Инна нибарами матабудун». Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь. Кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Или говоришь, «Ля абуду матабудун». Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Говоришь, «Лакум динукум валия дин». Вам ваша религия, мне моя. Это ты объявляешь чем? Языком, устами. Понятно? Третье, отречение посредством, теперь мы сказали чего? Органов. Что это значит? Это значит, что ты не участвуешь в их религиозных обрядах языческих. Ты не участвуешь в их празднествах. Ты не участвуешь в их ереси. Отдаляешься от этого. Ты не носишь присущую им именно как специфическую одежду. Не носишь. Ты не смотришь на них восторженно. Потому что Ибрагим, Ханиф, Халиль Аллаха, возлюбленный Аллаха, что он сказал, обращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля? «Ваджнубни вабания набуд аснам». Отдали меня и потомство мое, детей моих, от поклонения идолам. Отдали меня и потомство мое от отдаления идолам, от поклонения идолам. То есть, сделай меня, ваджнубни, слово джаниб, сторона, сделай меня в одной стороне, а их в другой стороне, идолопоклонников в другой стороне. Я не хочу быть с ними, не хочу участвовать с ними в их обрядах, в их празднествах, не хочу одевать присущую им одежду, я не хочу быть с ними. Потому что отдали меня от них. Они в одной стороне, я в другой стороне. Имам Ахмад рахимахуллаху тааля говорил, когда я вижу неверующего, то я зажмуриваю глаза. Я закрываю глаза, страшась увидеть врага Аллаха. То есть человек, который враждует с Аллахом, Создателем, с Господом миров, я не могу на него смотреть, говорит имам Ахмад. Я закрываю глаза, боясь увидеть кого? Того, кто враждует с самим Аллахом субхану ва тааля. Не хочу видеть его. Почему? Потому что враг Аллах субхану ва тааля. Моего Создателя и его Создателя. Поэтому, братья, нужно отличать друг от друга две вещи. Две вещи. Многие люди не отличают, не могут провести эту разделительную черту между двумя вещами. Два вопроса. Вопрос призыва дa'ва – это один вопрос. Вопрос тесного общения, участия в празднествах, восхищения неверующими, их культурой и так далее – это другой вопрос. Люди не проводят почему-то грани. Так первое дa'ва. Да, мы призываем их с мудростью, призываем их с терпением. Мы обязательно должны в отношении неверующих соблюдать принципы справедливости. Мы не имеем права совершать зулм, то есть несправедливость, никому. Любой неверующий, мушрик, язычник, мы не имеем права поступить с ним вероломно, не имеем права нарушить справедливость. Мы обязаны придерживаться справедливости. Обязаны. Если какой-то у нас есть договор, мы обязаны его соблюдать честно, порядочно. Более того, те из них, которые не враждуют с нами, которые из-за нашей религии, к ним, помимо того, что мы соблюдаем справедливость в отношении каждого из них, к этим еще мы и как относимся? Мы делаем для них добро. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он не запрещает нам делать им добро. Мы делаем им добро, тем самым привлекая их сердца к истине. Мы показываем им прекрасную нравственность нашу, исламскую. Мы показываем им нашу доброту, наше терпение, нашу честность, нашу порядочность и так далее. Это вопрос, и мы призываем их, потому что наша обязанность призывать их, спасать этих людей от чего? От ада. Если люди подошли к краю адской ямы, мы должны удержать. Это милость на самом деле. Это самая лучшая милость на самом деле. Лучшая проявление милости. Но это вопрос чего? Дa'ва. Это одно. Но не нужно путать с этим вопросом вопрос тесного общения. Люди начинают
тесно общаться, начинают участвовать в их каких-то празднествах, каких-то в их обрядах каких-то религиозных, языческих, начинают восхищаться их одеждой, модой, следовать их моде, начинают восхищаться их культурой и так далее. Это недопустимо. Это противоречит чему? Принципу аль-бараа, то есть принципу отречения. Воплощение принципа отречения вот такое должно быть, как мы с вами сказали. И после этого, конечно, удивляют люди, которые относят себя к исламу, относят себя к таухиду, но которые развлекаются просмотром западных сериалов каких-то, или чемпионатов каких-то, или каких-то соревнований, где они восторгаются актерами, язычниками, где они восторгаются какими-то игроками. Если ты хочешь быть из счастливых, а в аяте что сказано? Гумуль муфлихун. Они счастливые. Те, которые отрекаются, а те, кто враждует с Аллахом и посланником. То есть, если ты хочешь быть из счастливых. Дальше там сказано в аяте что? Хизбуллах. Они есть партия Аллаха. Хочешь быть из партии Аллаха. Дальше что сказано в аяте? Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Хочешь быть тем, из тех, кем доволен Аллах, тогда ты должен воплощать вот этот принцип отречения, чем? Сердцем, от ширка, от многобожия и приспешников его, сердцем, языком и органами. К сожалению, это болезнь мусульман сегодня. Спрашиваешь человека имя сподвижника, он не знает имя сподвижника. Зато спросишь его имя какого-то актера, или какого-то певца, или какого-то игрока, который гоняет целый день за мячом, люди знают. Более того, вешают, их имена пишут у себя на футболках, ходят с футболками, там, с рубашками, на которых написано именно Месси, или как зовут, Месси, хорошо, или это написано, или еще что-то. Спросишь его, кто такой, как звали Абу Бакра, человек не знает, как звали Абу Бакра, зато у него на футболке Месси. Это восхищение многобожием, приспешником многобожия, это, конечно, никак не совместимо с принципом валя валь-бара. То есть справедливость, призыв, добро это одно, а общение, восхищение, исследование им, и участие в их празднествах, и следование за их модой и культурой, это совершенно другое. Это аяти, которые перед вами, рады Аллаху анхум раду ан, они довольны Аллах, Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Здесь мы видим утверждение одного из атрибутов Аллаха субхану ва тааля. Мы сегодня с вами говорили про тавхид какой, аль-асма ва сифат. Мы сказали, выражается подтверждение того, что подтвердил Аллах в отношении себя. Аллах подтверждает в отношении себя, там какой атрибут в этом аяте? Атрибут рида, довольство. Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Это один из атрибутов Аллаха субхану ва тааля. Ахля сунна валь джама утверждает наличие Аллаха субхану ва тааля этого атрибута, довольство. Так же, как утверждают наличие атрибута гнев. Аллах бывает доволен, и Аллах гневается. Гнев Аллаха и довольство Аллаха не такие, как у творений. Мы сказали, без уподобления. Не такие, как у творений. Мы не представляем себе как, без вопроса как. В то же время не искажаем и не отрицаем. В отличие от заблудших, которые отрицают атрибут довольства и гнева, говорят, как это Аллах доволен и гневается, это что человек, хорошо, и отрицают этот атрибут. Или другие, которые уподобляют, наоборот, эти атрибуты атрибутам людей. Так мы утверждаем, Аллах этот атрибут, потому что сам Аллах утверждает его в отношении себя. Понятно. Так мы с вами разобрали, что? 3 вопроса сегодня. Это вторая часть книги. Я планировал взять сегодня, конечно, больше, но поскольку я вижу, что немножечко сложно усвоение каких-то новых терминов, новых определений, поэтому, иншаллах та'аля, продолжение будет на следующем уроке. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.